Сегодня идет война, дикая война. Этот вопрос адресован сейчас каждому, кто слышит меня или услышит меня. Для чего человек воюет? Они сегодня в своей пропаганде что говорят? Мы защищаем свои границы, мы и тому подобное. Конечно же, это ложь. И правда на нашей стороне. Если бы я этот аят процитировал в мирное время, меня мало бы кто понял. А сейчас это очень понятно. Мне бы в мирное время сказали, что исламское право, оно жестокое, непонятное, негуманное. Именно поэтому в Торе до этого было предписано во время Второй мировой войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны, на утверждение. Он полистал и спросил: Вторая мировая война. Будет тирания. Будет то, что делают сегодня рашисты, Россия. Им мало своего. Там они живут в бедности, в нищете, будучи варварами, и посягают на чужих. Вот что будет. Вот такие вот размышления постигли меня в нынешнее время, во время войны. Инна алхамдалиллах, нахмадуху, ва наста'инуху, ва настагфируху, ва настахдих. Ман яхдихиллах, фала мудилля лах. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Дорогие верующие, сегодня идет война, дикая война. И с чего бы я хотел начать? Хотел бы начать с вопроса: для чего человек воюет? Этот вопрос адресован сейчас каждому, кто слышит меня или услышит меня. Для чего человек воюет? Давайте абстрагируемся. Давайте не будем воспринимать это через призму себя. Просто поразмыслим над тем, для чего человечество воюет. В общем, в целом, то есть понятно, что на весах справедливости, конечно же, Всевышнего. Кто-то есть притеснитель, тиран, а кто-то притесняемый, тот, на чьей стороне правда. Так вот, как бы это банально ни звучало, а может даже странно, человечество, абстрагируемся. Если мы говорим про российско-украинскую войну, то говорим как и за Россию, так и за Украину. Человечество проливает кровь ради жизни. Они сегодня в своей пропаганде что говорят? Мы защищаем свои границы, мы и тому подобное. Конечно же, это ложь. Мы понимаем все это. И весь свет, весь мир понимает это. Мы воюем сегодня, говорим, мы защищаем свои территории, свои земли. И правда на нашей стороне. И обе стороны воюют. И обе стороны воюют ради жизни. Кто-то, чтобы захватить чужие ресурсы, земли, и видит в этом контексте сохранение своей жизни и тому подобное. Кто-то сражается за свои земли, за свои семьи, дома, честь и так далее. Все сражаются, еще раз подчеркиваю, воюют ради жизни. Парадоксально. Парадоксально, не правда ли? На самом деле, так и есть. Сыны Адама убивают друг друга ради своей жизни. И это было предрешено. И это было предрешено, когда Всевышний создал Адама и сказал: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ بَعْدَهُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً». И вот твой Господь сказал: поистине я установлю на этой земле своего наместника. То есть первый Адам, первый человек, праотец человечества, пророк. И он назвал его наместником. Что же сказали ангелы в ответ? Ангелы, существа разумные, сказали:
«Атадж'алу фиха ма юфсиду фиха ва ясфику дима, ва нахну нусаббиху бихамдика ва нукаддису лак». И они сказали: а разве ты установишь, неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя, хвалой освящаем тебя? Но, конечно же, Всевышний мудрый, и он знает, что делает, он знает, что творит, и его не спросят о том, что он творит, но будут все спрошены. И Всевышний что ответил? «Инни а'ламу ма ла та'ламун». Поистине я знаю то, чего вы не знаете. И на самом деле в этом есть великая мудрость, вселенская мудрость Всевышнего, которую могут понять и осмыслить лишь обладающие разумом, которая кроется в том, что эта жизнь дунья, она приходящая, она не настоящая. Настоящая жизнь та, грядущая. Эта мудрость кроется в том, что эта жизнь, дунья, она поле испытаний для того, чтобы каждый сам себя проявил. Она кроется, мудрость эта кроется в том, чтобы проявились прекрасные имена и атрибуты Всевышнего. Помимо того, что человек проявит себя, сделает свой выбор, чтобы его имена также проявились. И поэтому Всевышний говорит: «Инни а'ляму ма ла та'ламун». Так вот, именно поэтому, обратите внимание, после этих размышлений такой вывод. Именно поэтому в качестве наказания в исламском праве за преднамеренное убийство есть что? Смертная казнь. Что говорит Всевышний? Всевышний говорит: «Валякум фил кисаси хаяту я улил альбаб». Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума. То есть мы воюем жизнь, и смертная казнь, она спасает жизнь. Если бы я этот аят процитировал в мирное время, меня мало бы кто понял. Ну, имеется в виду, естественно, не из соблюдающих. Вообще из людей, да? А сейчас это очень понятно. В данном контексте это очень понятно. Мне бы в мирное время сказали, что исламское право, оно жестокое, непонятное, негуманное и тому подобное. Именно поэтому в Торе до этого было предписано о возмездии, о котором Всевышний также в Коране говорит: «Вакатабна алейхим фиха анна нафса бин нафс, вал айна бил айн, вал анфа бил анф, вал удуну бил удуни, вал синна бис син, вал джуруха кисас». Мы предписали им в нем душа за душу, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны возмездие и так далее. Глубину этих аятов, на самом деле не только этих, многих других аятов, где сказано об этом, сказано о возмездии, которое сохраняет жизнь, смерть, сохраняющая жизнь. Мы можем понять глубину этих аятов сегодня, в военное время, когда свыкаемся жить под что? Под непрестанные воздушные тревоги. Таким образом, дорогие верующие, это было предисловие. Да, сегодня мы живем в военное время. Война продолжается, и, скорее всего, она продолжится еще до 2 лет. Аллах, конечно, лучше знает. В разных ее фазах. Но что бы ни было, и как бы тяжело и опасно ни было, мы должны помнить и отдавать себе полный отчет в том, что мы воюем и сражаемся, понятно, лишь в угоду Ему, мы верующие, ради сохранения жизни, ради жизни, продолжения жизни своего народа, своей нации. Иными словами, война продолжается, а жизнь как шла, так и идет.
Стоит всегда помнить об этом. Следует всегда концентрировать свое внимание на этом. То есть мы обязаны созидать. Научиться созиданию даже в военное время. Нам, мусульманам, следует сконцентрироваться на том созидании, которое не остановит даже смерть. Даже смерть. То есть на том созидании, которое приносит пользу человеку, обществу, стране в целом, даже после смерти человека. Как об этом говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В частности, он сказал: «Иза мата л-инсану нката анху амалю». Если человек умер, все его деяния прекратились. «Илля мин салата», за исключением 3. «Садака джария», текущая милостыня, непрестанная милостыня. То есть нечто то, что приносит постоянную пользу людям. То, что принято называть вакуфом, вакфом. «Ау ильмин юнтафау би», или знание, которое приносит пользу людям. «Ау валадин салихин яд'у лах», или ребенок праведный, который он оставил после себя человек, и который молится за него, за своего родителя. Хадис приводит Муслим. В другом хадисе что говорит пророк саллаллаху? Он говорит: «Саб'ун яджри лил-абди аджрухунна ва хуа фи кабрихи ба'да маутихи». 7 вещей будут продолжать приносить вознаграждение для раба Аллаха в то время, когда он будет находиться в своей могиле. Даже смерть не остановит этого. Знание, смотрите, первое что? Знание, которым он обучал, или река, которую он проложил. Имеется в виду искусственная река, да, каналы и тому подобное. Колодец, который он вырыл, пальма, которую он посадил, мечеть, которую он построил. Это все хадис, слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Или Коран, мусхаф, который он завещал, или ребенок, которого он оставил после себя, и тот станет обращаться к Аллаху с мольбами о прощении для него после его смерти. Хадис хасан, хороший хадис. Сахих аль-Джами' ас-Сагир. Обратите внимание на эти 7 действий, на которые указывает посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Первое – знание. И как актуально это сегодня в преддверии 1 сентября. Начало нового учебного года. Знание. Знание – это то, что делает человека человеком. То, что в принципе порождает общество, культуру, цивилизацию. Знание, куда бы мы его ни приплюсовали, оно порождает культуру, цивилизацию. Знание даже с бедностью, что дает человеку? Дает чувство внутренней удовлетворенности. Даже если он беден, но обладая знаниями, он будет удовлетворен даже малым. Кана. Знания, если человек богат, что дают? Дают щедрость, дают цивилизацию, как плод. Знания со свободой что дают? Дают творчество. Знания с властью дают справедливость. Знания с религией, с верой дают правильный путь, следование правильному пути. И как раз таки наоборот. Знание с невежеством порождает либо терроризм, либо тиранию, либо анархию, либо нечестие, либо преступление. И далее пророк упоминает про что? Про реку в данном хадисе. Река. Что такое река в данном контексте? Это то, что оживляет эту местность. Вода, если мы прокладываем воду куда-то, в село, в город и тому подобное, в котором живут люди, в котором зародилась эта культура, цивилизация, она порождает жизнь. В современное время это называется что? Вопросы инфраструктуры. И то же самое колодец, следующий, о котором упоминает пророк саллаллаху алейхи ва саллям.
В том же контексте, то, что делает доступным, комфортным жизнь для человека. Вода дарует жизнь той местности, в которой живут люди. А ведь жизнь возможна лишь там, где есть вода, как об этом говорит Всевышний. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их? Кстати говоря, это и'джазуль Кур'ан, научные аяты о том, как была сотворена Вселенная, из-за которых многие ученые современности приняли ислам. И сотворили все живое из воды. Неужели они не уверуют? Итак, вода приносит жизнь человечеству. И далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Пальма, озеленение. Если есть вода, то все вокруг цветет, зеленеет. И это понятно, логично. Озеленение территории, если появилась вода, то что люди делают? Это культура зарожденная, цивилизация, она начинает развиваться, сажать, выращивать фрукты, овощи, злаки и тому подобное, деревья. То есть стремиться к тем милостям, которые доступны для человека. Милостям Всевышнего. Вроде бы все, да? Человек вроде бы все заполучил, счастлив, но нет. Нет. Далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Он говорит, потому что счастье возможно лишь в балансе материального, духовного. Лишь в балансе цены и ценности. Если нет этого баланса, будет тирания. Будет то, что делают сегодня рашисты, Россия. Им мало своего. Там они живут в бедности, в нищете, будучи варварами, и посягают на чужое. Вот что будет. Или будет обратно, если мы говорим про ценности Запада. Да, ради справедливости. Будет утопание в аморальности. Баланс всегда должен быть. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, мечеть. Мечеть, то есть место, где молятся Богу, обращаются к Богу, взывают к Богу. И также Коран, дабы руководствоваться этой книгой, печатью, последней книгой, ниспосланной для человечества, чтобы достигнуть этого баланса, дабы помнить, кто на самом деле есть даритель всех этих благ. И далее, обратите внимание, мы же говорим сейчас про войну ради жизни, да? И последнее, седьмое, что? Ребенок. Ребенок, который будет молиться за родителя. Ребенок – продолжение рода человеческого. Дети – продолжение нашего рода, народа, нации. Вот такие вот размышления постигли меня в нынешнее время, во время войны. Поистине, в день джума есть такой момент, когда Всевышний принимает наши мольбы. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи, прощении. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Он ведет в заблуждение, того уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Бога, Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник. Итак, дорогие верующие, это дикая война, развязанная Россией сегодня против Украины. Да, она забирает огромное количество жизней. Да, гибнут люди. И это очень больно и тяжело. Буквально вот позавчера все вы видели, слышали, читали о том, как ударили по пассажирским вагонам. Десятки людей, обычных людей погибли. Кто-то заживо сгорел. Это больно, тяжело. Мы сопереживаем, соболезнуем семьям. К сожалению, это будет продолжаться, как я уже говорил об этом. К сожалению.
Но невзирая ни на что, невзирая на эту боль, нам следует помнить, что мы воюем для того, чтобы жить. И этого никогда не следует упускать из виду. Знаете, в этом контексте очень примечательный случай. Случай с Черчиллем. Во время Второй мировой войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Принесли на утверждение. Он полистал и спросил: Вторая мировая война. А где тут затраты на культуру? Так война же идет, ему говорят. Какая культура? И что он тогда сказал? Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? И наверняка именно об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, думал, склоняясь к мнению Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, когда в первом сражении, в битве при Бадре, пленили, он думал о чем? Именно об этом он думал. Ему говорили казнить, либо помиловать за откуп, выкуп, материальные какие-то блага и тому подобное. И он решил откуп. Но за что? За то, чтобы каждый из них, если я не ошибаюсь, обучил 10. 10 последователей Мухаммада, мусульман, грамоте. Потому что таков был период, что первые последователи пророка Мухаммада, мир ему, были неграмотными, были из категории нищих, бедных, тогда еще рабов и тому подобное, которые даже не умели читать, писать. И поэтому была возможность предоставлена им такая: обучить 10, и ты свободен. Наверное, пророк ﷺ думал об этом. Да, знания, искусство, творчество, они бессильны перед ракетами, которые сыпятся на голову, перед пулями, которые свистят мимо уха, проходят. Никто не будет писать книгу, проводить исследования, когда идет бомбардировка. Но все это в совокупности имеется в виду. Знание, искусство, творчество. Оно придает нам силы. Придает нам силы перенести непереносимое. Придает нам силы с достоинством принять ту судьбу, которую нам уготовал Всевышний. Пережить это, осмыслить, идти далее к намеченным целям. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие верующие, помните об этом, не забывайте об этом. Ищите пути для того, чтобы научиться жить и развиваться даже в военное время. Учиться, работать и так далее.